Археологические вещи, как правило, безымянны. И зачастую мы не знаем о том, кто был их владельцем, о ком написаны какие-то надписи. И, собственно говоря, чаще всего мы не знаем людей, которые стояли за тем или иным артефактом. Но Минусинскому музею в определенном плане повезло. И у нас хранится один из интереснейших артефактов древности – камень, на котором есть руническая надпись, рассказывающая о первом правителе государства кыргызов. Эта стела была найдена в конце 70-х годов XIX века крестьянами Корчаковым и Марковым на берегу озера Алтын-Кёль. Это озеро находится в современной Хакасии. В 1881 году о камне узнал Николай Михайлович Мартьянов, основатель музея, и доставил его сюда. Но надписи долгое время были непереведенными. Даже после того, как в 1893 году датским ученым Вильгельмом Томпсоном были сделаны переводы тюркских рунических надписей, еще долгие десятилетия до коллекции Минусинского музея, так сказать, у тюркологов руки не доходили. Но в конечном итоге в 50-е годы XX века была дана интерпретация практически всем памятникам рунической письменности найденной. Первые переводы, которые были сделаны Василием Васильевичем Марадловым в конце XIX века, к середине XX века перестали удовлетворять науку. И уже в конце 50-х годов появились переводы, в том числе и минусинских надписей, которые, в общем-то, являются актуальными и до сегодняшнего дня. И надпись на этом камне, она во многом отличается от тех надписей, которые есть, хранятся у нас в музее, в других музеях Юго-Красноярского края, Тувы и Хакасии. Дело в том, что она гораздо более объемная. Вот, здесь очень много информации, и здесь содержатся конкретные имена. Причем, благодаря археологическим раскопкам, имена людей, или точнее имя одного человека, который реально существовал, то есть исторические личности. Этой исторической личностью был Барсбек или Барс Каган, как он, по всей видимости, и его приближенные называли себя. Как его звали на самом деле, мы не знаем и, по всей видимости, не узнаем никогда. Барсбек – это был правитель енисейских кыргызов, чье государство существовало уже в это время на территории Среднего Енисея. Если говорить языком, так сказать, официальной истории, то он был вассалом Кагана, восточно-тюркского каганата, и даже был женат на дочери Эльтереш Кагана, первого кагана восточно-тюркского каганата. Но, несмотря на это, Барсбек, по всей видимости, был человеком достаточно сильным во всех смыслах этого слова и чувствовал себя вправе, чувствовал возможности интриговать против своих сюзеренов. И поэтому в начале VIII века он заключил ряд договоров с врагами тюрков, прежде всего с тюргешами и табгачами. Это, по всей видимости, с какими-то другими подвигами вместе переполнило чашу терпения тюрков, и зимой 710-711 годов 3 военачальника, из которых 2 были принцами, Кюльтигин и Бельге Каган, будущий Бельге Каган, а тогда Могилян, перешли через Саяны и попали на территорию современной Хакасии. Переход зимой был связан, видимо, с тем, что кыргызы не ожидали вот такого нападения внезапного, и, соответственно, тюркам удалось каким-то образом сохранить вот этот элемент внезапности. И они, преследуя кыргызов, нанесли им 2 поражения, и во время второго боя сам Барсбек, Барс-Каган, был убит. И, по всей видимости, после этого ему и была поставлена вот эта стела, на которой в традиционной для тюрков манере сообщается от первого лица о том, что человек из рода Барс удалился из этого мира, простился со своими стадами, перечисляются его охотничьи и воинские подвиги, и в конечном итоге делается, так сказать, такой вывод о том, что плодитесь косули, размножайтесь люди, живи земля, но меня
Эрлик, Опа, Барса уже с вами не будет никогда. Об истории Барсбега, об истории вот этого похода мы узнали благодаря исследованиям, опять же, архонно-енисейских надписей, которые были проведены в 80-е и 90-е годы XIX века. На территорию Монголии отправилась большая экспедиция под руководством Николая Михайловича Ядринцева. Членами этой экспедиции в урочище Кашот-Сайдам были найдены большие плиты с надписями на тюркском и китайском языках. Собственно, эти плиты позволили интерпретировать и перевести тюркские надписи и позволили узнать в том числе и историю Барсбега. Среди этих надписей, которые, как оказалось, были эпитафиями к надгробиям правителей восточно-тюркского каганата Бельге-Кагана и Кюльтигина, оказалась в том числе и запись о большом походе тюрков против енисейских кыргызов и, в частности, против Барсбека. Но интересно то, что, по всей видимости, тюрки сохранили государственность кыргызов. И, вероятно, даже потомки Барсбега, они остались у власти. Его убийство это было, по всей видимости, таким наказанием, публичной казнью за неповиновение. И спустя буквально 2 десятилетия после смерти Барс-Кагана погиб и сам восточно-тюркский каганат. А спустя всего 130 лет, в 840 году, енисейские кыргызы стали самой сильной державой во всей степи, угрожая даже Китаю. Эта эпоха вошла в историю под названием «Эпоха кыргызского великодержавия», и продолжалась она на протяжении почти 50 лет. И вполне возможно, что как раз потомки Барсбега, Барс-Кагана и были теми самыми людьми, которые завоевали Великую степь.